Каждый год мы делаем, вот, приют открываем для лиц без определенного места жительства. На 40 человек готовим. Один раз в день вечером горячее питание обеспечиваем. У нас вот здесь уголь привезено, дрова есть. Врачи как бы увидели сами, да, обслуживаются. Бывают пьяные. 5 больных вот именно привозят с улицы, которые подбирают скорую помощь. Они сюда привозят к нам. Есть проблема, они обратно в эту поликлинику не забирают, здесь оставляют. Есть проблема, конечно. Любой вызов приезжаем, даже летом доставляем их. Требуется скорую помощь вызовем. Требуется, если үйі бар болса, үйін алып барып қоямыз. Егер туғандар болса, туғандарын шақырып, туғандардың қолына береміз. Если там разговорить, поговорить, а потом выйти на этих родственников, и такое бывает, что они потом уже идут, приходят на помощь. Ну, это когда, если, допустим, тепло, можно там на коляске выехать. А сейчас мороз, холодно, куда поедешь? Ну, так и кантуюсь я здесь. Ну, родственники есть, они у меня в России давно. 2 дочери, внуки у меня взрослые уже. Как уехали учиться, там остались. Ну, так вот. А сейчас по специальности я работать не могу. И вот попал сюда. Слава Богу, хорошо хоть приняли. Здесь беседа с этим человеком. Обязательный режим, который они должны умываться, мыться, менять постель, одежду менять. Ну, это в обязательном порядке, конечно, будет. Если он попросит сам телефон, ему никто не даст, правильно, позвонить? Ну да. Поэтому он, где вот в элитных местах они прибывают, оттуда обязательно кто-нибудь позвонит. Я как понял по всей своей жизни, друзья, когда у тебя что-то есть. А когда у тебя ничего нет, ты никому не нужен. Все проходят мимо. Факсмен